Ну что ж, друзья, с вами в студии Лариса Волошина, и это время мы посвятим обсуждению раскопок, которые происходят в Крыму, и той ситуации, которая сложилась с хранением останков в ненадлежащих местах, а именно в частном доме, во дворе, в полиэтиленовых пакетах. Итак, я напоминаю вам, что вы можете нас слушать в эфире Крым Реалии, также смотреть на наших страничках в Facebook и YouTube. Вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Это для жителей Крыма, для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Мы просим вас звонить, оставлять свои комментарии. И тема, о которой мы будем говорить, как уже было анонсировано, это незаконные раскопки. Итак, 16 сентября местная жительница пришла к себе домой и обнаружила там кости, останки, человеческие останки в полиэтиленовых пакетах. Давайте послушаем, что рассказала женщина, а дальше уже продолжим говорить с гостем. Это двор мой, это дом мой. И вот в таком состоянии лежат эти коробки с костями. С кладбища. Сделали настоящее кладбище во дворе. Ужас. 15 числа я пришла в дом свой. Я являюсь хозяйкой. Временно сдавала времянку этим археологам. Я даже не знала, кто они, археологи или кто. Просто зашла во двор и пришла, увидала вот эти кости в коробках. Я была в шоке. Настоящее кладбище здесь они сделали. Собрали в коробки, в пакеты. Ну что ж, с нами на связи Нариман Джилял, крымско-татарский активист, и мы расспросим его поподробнее о том, что же произошло в Кировском районе. Здравствуйте, Нариман. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, как так получилось, что во дворе частного дома находятся останки человеческие? Вы выясняли, каким образом они там оказались? Ну, нужно просто рассказать историю немножко с более раннего времени, в августе месяце. Вы помните, это сообщение было в окрестностях поселка Кировское, районного центра Кировское, на месте исчезнувшего уже на данное время села Мучное или Унгут по-крымско-татарски, местный пастух заметил раскопки и сообщил об этом местным активистам, которые прибыли на место и выяснили, что раскопки ведут некая группа археологов. Люди возмутились, на каком основании, что и как. И потом местные власти совместно там с различными службами провели некое такое слушание. И ситуация была примерно такая, что в этом месте властями по проекту строится некий водовод. И как раз-таки это место является охраняемым, так как там был некий курган, а потом, по словам местных жителей, и старое крымско-татарское кладбище, и поэтому по закону необходимо эти раскопки. И пообещали всем, что будет проведено строго по закону, что останки выкопанные будут учтены, переписаны, проведена экспертиза, и потом по согласованию с местными жителями будет проведено перезахоронение этих останков, все согласно закону и так далее. И вроде бы люди успокоились и так далее, потому что увидели, что в принципе это соответствует действующему на данный момент в Крыму российскому законодательству. И вот спустя определенное время, уже в сентябре месяце, возникает эта история, как оказалось. В этом частном доме жили те самые археологи, которые арендовали данное жилье. И, кстати, оно продолжает оставаться арендованным еще в их распоряжении, где вот хозяйка, вернее, правильно говорить, это мама хозяйки дома, которая вот обнаружила это кости, опять-таки обратилась к активистам, и вот вся эта ситуация всплыла как бы наверх, вызвала возмущение, естественно, и так далее, и так далее. Мы, естественно, обратились за помощью к юристам, в частности, адвокат, известный крымский адвокат имени Авамилева, вместе консультируясь с Николаем Полозовым, выяснили ситуацию. Оказалось, что, в принципе, археологи как бы продолжают арендовать это жилье. Они сказали, что мы просто храним здесь вот найденные останки и так далее, и так далее. С юридической точки зрения подкопаться к ним крайне сложно, но
местная община, да и мы, как бы крымские активисты, настроены таким образом, чтобы найти зацепки юридические и обратиться в крымскую прокуратуру и крымскую полицию по факту вот несоответствующего хранения найденных останков или еще по какому-то поводу. То есть здесь ведется на данный момент работа юристов. Но как бы ни складывалась эта ситуация с правовой точки зрения, мы понимаем, что с точки зрения некой морально-нравственной, мы видим налицо определенное, я бы даже сказал, варварское отношение вот к тому, что происходит. Я не знаю, может быть, некоторым археологам это нормально, как бы вот так относиться к своей работе, к тому, что они находят, но чисто по-человечески, зная, что это могут быть останки наших предков, что это в целом человеческие останки, кем бы они там ни были, они требуют все-таки определенного уважения и с простой человеческой точки зрения, и с религиозной точки зрения. И вот так хранить их во дворе, а не в каких-то в коробках и целлофановых пакетах там из Ашана или из какого-то ближайшего магазина, но люди, естественно, считают это просто ненормальным и кощунственным. И поэтому мы постарались вызвать определенный хотя бы резонанс по этому поводу. Нариман, а пробовали вы обратиться в местные правоохранительные органы власти? Как я уже говорил, юристы сейчас готовят заявление. Задача состоит в том, что археологи здесь достаточно защищены. То есть сейчас юристы ищут, по каким статьям, каких нормативных актов мы можем опереться на них и обратиться. Естественно, обращаться будем. Опять-таки возникает вопрос о том, что нет комментариев. Вот, например, активистка Элмаз Каримлы, она писала на своей странице, одна из активисток, которая присутствовала при обнаружении человеческих останков в пакетах, она написала о том, что руководитель раскопок рассказывает, что это не имеет отношения останки крымским татарам, что они принадлежат что это древнескифские захоронения. Вот поэтому возникает вопрос, есть ли у вас какие-то данные, какого периода это захоронение? Вы знаете, на данный момент у нас пока нет. Я был вместе с Эльмаз тогда на месте раскопок, потому что и я, и еще несколько активистов, известных в принципе, в частности, вот Абдуришид Джипаров. Во-первых, нужно четко уяснить, что мы, как коренные жители Крыма, не разделяем, имеет крымским татарам, не имеет крымским татарам. Скифы, это тавры, греки или бог его знает кто еще. Это человеческие останки. И по простым человеческим понятиям, и по религиозным убеждениям нужно соответственно и уважительно к ним относиться. Никто не говорит о том, что там не нужно проводить археологические раскопки. Вопрос, как это делается? И соответствует ли это и законодательным нормам, и человеческим, и научным нормам и принципам. Во-вторых, мы считаем скифов своими тоже пращурами, и поэтому говорить, что это к нам не относится, тоже неверно. Есть свидетельства местных жителей о том, что на этом месте было крымско-татарское кладбище исчезнувшего уже села Унгут. То есть это имеет непосредственное отношение к нам со всех сторон, с какой бы там кто бы ни подходил. Это просто и по-человечески, и к нам, как крымским татарам, имеет прямое отношение. Естественно, мы возмутились и в первый раз, возмутились во второй раз и так далее. Поэтому манипуляции, что это такого-то периода или такого, не имеет абсолютно никакого значения. Будь то вчерашнее захоронение или тысячелетней давности, нас это не волнует. К сожалению, такие ситуации происходят регулярно в Крыму. Происходили они и много лет назад, происходит и сейчас, когда в Крыму ведется глобальное строительство трасс, каких-то крупных объектов и так далее. И я понимаю, что очень многое скрыто и даже недоступно нам. И вот через этот маленький случай мы пытаемся докричаться до всех, что посмотрите, что происходит. Это при том, что мы о многом даже еще не знаем, потому что, например, во время строительства трассы Таврида такие раскопки проводились, я видел их собственными глазами. Причем туда не подпускали, не дай бог кому-то остановиться и вытащить телефон, сразу прибегала некая охрана,
вот, и начинала там угрожать физической расправой и так далее, и так далее. И поэтому вот мы используем этот конкретный случай, чтобы заявить о том, что это вот, ну, есть такая проблема в целом, неконтролируемая и так далее. Спасибо, Нариман. Я напоминаю, что с нами на связи был Нариман Джилял, крымско-татарский активист. И по информации, которая уже известна на сегодняшний момент, прокуратура Автономной Республики Крым внесла в ведомость в единый реестр досудебных расследований по факту проведения археологических раскопок заявление. В заявлении говорится о том, что, я зачитаю, стало известно, что в ходе проведения оккупантами работ, связанных со строительством водопровода на территории уже исчезнувшего села Унгут Кировского района, было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое оккупационная власть пытается представить как древнескифское. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым в телеграм-канале. Прибывшие на место археологических раскопок крымско-татарские активисты утверждают, по всем признакам это именно мусульманское захоронение. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также отреагировало. Там заявили о недопустимости разрушения мусульманских захоронений и культовых объектов на территории Крыма. При этом уже есть сообщение о том, что данным вопросом заинтересовался Межлис крымско-татарского народа. Ну и, к сожалению, мы не имеем реакции российских властей. Также мы не имеем реакции, отказываются комментировать этот случай археологические службы Российской Федерации и археологи, которые работают на территории оккупированного Крыма. А с нами на связи Николай Полозов, российский юрист, и мы поговорим о юридическом аспекте данного дела. Здравствуйте, Николай. Да, здравствуйте. Ну вот мы обсуждаем то, что произошло в Крыму, в Кировском районе. Только что с нами на связи был Нариман Джилял, и он сказал о том, что это очень непростое дело выдвинуть, добиться в данном случае соблюдения неких норм при проведении раскопок. Николай, ну тут возникает вопрос, насколько в рамках российского законодательства предусмотрено хранение человеческих останков в месте временной аренды жилья? Ну, вообще, подобные действия не предусмотрены, и здесь, прежде всего, возникает вопрос относительно того, законными были эти археологические раскопки, эти действия, проходили они по, скажем так, тем правилам, которые предусмотрены в Российской Федерации. В частности, нельзя просто так прийти и что-то раскапывать, необходимо соблюсти определенные процедуры, получить разрешение, так называемый открытый лист на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Там существует определенный порядок, правила, что в случае обнаружения человеческих останков их передают антропологам, затем их необходимо либо перезахоронить, либо использовать для дальнейшей научной работы. Это тоже определенная процедура. И если эти правила нарушены, то за это предусматривается как административное правонарушение, штраф, скажем так, по статье 7.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо, если это действительно было незаконно, целью имели эти люди, скажем так, совершить какие-то акты вандализма по отношению к кладбищу, то существует статья 244 Уголовного кодекса «Надругательство над местами захоронений». В случае, если там имелась подоплека какого-то экстремистского характера, например, это был акт, скажем так, вражды или ненависти, то дополнительно практика идет по пути присоединения статьи 282 Уголовного кодекса возбуждение ненависти или вражды. Но я могу сказать, что на текущий момент этой проблемой занимаются наши крымские коллеги, адвокаты Эмине Вамилева и Мамед Мамбетов. В настоящее время они готовят необходимые документы, в том числе и в полицию, и в прокуратуру. Естественно, необходимо досконально проверить этим органам деятельность этих археологов. И если действительно в их действиях были нарушения закона, а сложившаяся ситуация указывает на это, то, конечно же, привлекать их к ответственности
сообразно допущенным нарушениям. Николай, ну вот руководство раскопок утверждает, что это древнескифское кладбище, которое не имеет никакого отношения к крымским татарам, и здесь возникает вопрос о культурной ценности, потому что древнескифское, крымско-татарское, вопрос возникает в том, насколько в самом порядке археологических раскопок, потому что если это древнескифское кладбище, возможно, речь идет о некой культурной ценности. Как определяются культурные ценности, возможность изъятия останков, либо проведения раскопок, углубленное изучение находок? Есть ли какая-то процедура? Но действительно существует в том числе специализированная археологическая экспертиза, к которой могут прибегнуть те же органы прокуратуры при проведении проверки. Эта экспертиза указывает на то, к какому культурному слою могут относиться те артефакты или те останки, которые были получены в ходе этих раскопок. И, скажем так, по закону археологическая деятельность начинается с границы 100 лет. То есть, если эти останки старше 100 лет, они, безусловно, охватываются законодательством об археологической деятельности. Если меньше, то здесь уже вопросы к квалификации этих археологов. А кто определяет, кто есть правосубъектным в данном случае агентом, кто должен выдавать свое согласие на раскопки, либо заявлять о своем культурном наследии? В данном случае, если мы говорим об ответственности, то ответственность несет то юридическое лицо, которое получило разрешение, так называемый открытый лист. И конкретные физические лица, обладающие специальными познаниями в области археологии, просто других не допускают до раскопок по правилам, которые непосредственно производили данные археологические изыскания. Что касается нарушенных прав, то, в принципе, любое заинтересованное лицо, житель этого поселка, может обратиться в соответствующие органы, поскольку это произошло на их территории, это непосредственно касается их, это их культурно-историческое наследие. Николай, вот были сообщения, начиная с 2014 года, о том, что именно в Кировском районе происходили уже подобные случаи. Опять-таки, тоже в момент строительства водопровода в районе села Изюмовка, это Старокрымский район, там рабочие нашли древнее мусульманское захоронение, и тогда говорилось о том, что это захоронение 13-14 веков. И в тот момент даже пресс-служба Крымского дума обращалась к местным властям. И насколько известно, никакой реакции особой по этому поводу не было. Как контролировать подобные раскопки, особенно когда речь идет о захоронениях 13-14 века? Безусловно, вопрос освоения оккупированного Крыма различными российскими специалистами и российскими властями в целом, он является абсолютно непрозрачным. Действительно, происходит масса злоупотреблений, в том числе мы наблюдали это при раскопках, которые производились при строительстве трассы Таврида, автомобильной дороги. И, естественно, единственным, скажем так, способом давления на власть является активность общественности. Чем активнее общественность, чем больше направляется соответствующих запросов, тем больше происходит вынуждение этих чиновников каким-то образом разбираться в этой ситуации. Отчасти формально, отчасти фактически. К сожалению, других механизмов и инструментов для воздействия на российскую власть в оккупированном Крыму нет. Спасибо. Спасибо большое, Николай. С нами на связи был Николай Полозов, российский юрист. И я напоминаю, что мы обсуждаем раскопки, которые ведутся на территории Кировского района. Это не первые раскопки, которые ведутся в данном месте. Сообщение от 2014 года, например, о том, что в районе как раз Кировского района, Старого Крыма, происходили раскопки на месте захоронения 13-14 века. Местные жители тогда связывали это с захоронениями возле курганов древних. И
в данном случае то, что происходит сегодня в Крыму, я напоминаю, что украинская прокуратура Автономной Республики Крым завела уголовное дело по факту. Есть реакция Министерства временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц о том, что происходящее незаконно. И мы хотели бы поговорить с археологами для того, чтобы определить порядок. Потому что, как мы слышали, археологи, археологическая группа, которая ведет данные раскопки, утверждает, что речь идет не о мусульманских захоронениях, а о древнескифских. При этом абсолютно непонятным и неизвестным остается факт ценности древнескифского, даже если это древнескифское захоронение. Опять же, есть реакция Рифата Чубарова, лидера Меджлиса крымско-татарского народа, о том, что данный случай, безусловно, будет рассмотрен, и что Меджлис крымско-татарского народа выступит на защиту мусульманских захоронений, о том, что это мусульманские захоронения, говорят местные жители. Так, например, крымская активистка госпожа Кремли, она говорит о том, что захоронение, сам факт, то есть то, как расположены тела, то, как расположены останки, указывает на то, что они были погребены по мусульманскому обряду. И, безусловно, в данном случае речь идет также о таких очень важных вещах, как санкции, потому что о культурном наследии, потому что, напоминаю, что украинское государство ведет несколько международных процессов относительно культурного наследия крымско-татарского народа. Речь идет о Бахчисарайском ханском дворце, также на территории которого также были установлены незаконные, что там производятся незаконные раскопки. Украина считает незаконными любые раскопки на этой территории. И мы хотим поговорить сейчас о том, как должны происходить археологические раскопки, с Эвелиной Кравченко, украинским археологом, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Эвелина. Здравствуйте. Вот первый вопрос у меня к вам возникает о самом порядке, потому что местные, то есть те археологи, которые ведут раскопки, говорят о том, что это не мусульманское кладбище, это древнескифское кладбище, поэтому оно не имеет к крымским татарам никакого отношения. Но здесь возникает вопрос, если это древнескифское кладбище, во-первых, какого периода может быть захоронение? Ну вот условно. А во-вторых, действительно ли это легальная процедура, если мы говорим о древних захоронениях, об археологических раскопках, складывать останки в мешки? Ну, во-первых, я не совсем поняла термин древнескифское. Древнескифский период, это такого нет. Есть скифы, скифский период, который делится на ранний, средний и поздний, и есть непосредственно поздние скифы Крыма, но они в курганах уже не хоронили. Я думаю, что речь идет все-таки о среднескифском, позднескифском периоде, то бишь это где-то, может быть, 6 по 4, возможно, по 3 век до нашей эры. Это во-первых. Во-вторых, в курганах могут быть подзахоронения. То есть курган, во-первых, курган чаще всего может, конечно, и скифский, то есть скифы непосредственно его построили. Первое захоронение, основное захоронение может быть скифским. Но чаще всего первые захоронения совершались еще в эпоху энеолита и раннего бронзового века, и то, что мы называем хозяин кургана, там лежит какой-то ямник, и потом скифы в него уже подзахоранивали своих покойников. А все остальные народы, которые проходили по степи, потом совершали следующее захоронение в этом кургане аж до ногайцев. Аж до ногайских могил, которые для нас, археологов, недостаточно интересные, мягко скажем так, поскольку они безинвентарны. Мусульмане хоронили без вещей своих покойников. Это то, что касается периода.
То, что касается порядка вообще работы с антропологическим материалом, то бишь с костями. Желательно, конечно, чтобы в экспедиции был антрополог, то есть человек, который является профессионалом в изучении и снятии информации из человеческих костей. Желательно, чтобы антрополог и работал непосредственно с погребением. То есть археолог, профессионал может хорошо расчистить погребение, особенно если он является специалистом в данной культуре или работает в данном регионе достаточно давно. Но антрополог, желательно, чтобы антрополог снимал кости в погребении, уже расчищенном погребении, чтобы не повредить их. А что это за процедура, что это за работа с костями? Это очень много разных анализов, разные аналитики, скажем так, которые производятся для снятия информации с антропологического материала. Она чрезвычайно важна, поскольку это, конечно же, информация о нас. То бишь это информация о людях, которые давно жили, которые суммируются и потом обрабатываются большие массивы этой информации. И мы получаем ту информацию, которую с другого материала получить невозможно. Например, это может быть и ДНК-анализ, это может быть анализ краниологии, то бишь принадлежности того или иного индивида, похороненного в данной могиле, к определенному антропологическому типу. Это прежде всего наследственные связи. Потом это информация о болезнях, которыми болел этот человек. Это информация о всяческих деформациях, связанных с травмами, военными травмами, по которым можно сказать, и каким оружием он был травмирован или убит. Выжил он после этой травмы или не выжил. Делали какие-то манипуляции после этого с ним, пытались его лечить или не пытались, было хирургическое вмешательство или нет. Эвелина, я правильно понимаю, что подобная информация нужна для исторических исследований? Конечно, конечно. Она чрезвычайно важна, и ее с других источников получить нельзя. Но снимает такую информацию антрополог. Эвелин, вот здесь возникает вопрос. Крым — оккупированная территория. Украинское государство в силу определенных обстоятельств не сильно занималась изучением истории крымских татар, изучением истории Крыма. Там действительно велись раскопки. Но вот сейчас возник вопрос о том, что вполне возможно в Крыму, и мы слышим постоянно эти заявления о том, что копают на территории ханского дворца, на кладбище, о том, что копают как раз вокруг кургана, предположительно кургана Мамая, темника. И вот на ваш взгляд, каким образом должно реагировать украинское государство, и как оно вообще может проконтролировать, что копается, кто копает и какие результаты получают? Контролировать можно всякими разными способами. У нас буквально 30 секунд, поэтому, если можно, быстрее. Единственное, что я могу сказать в этой ситуации. Мы люди, и прежде всего мы должны по-человечески относиться и к живым, и к мертвым. Вне зависимости от того, мы археологи, или мы антропологи, или мы люди, которые не имеют никакого отношения к этой профессии. Если у нас под носом кладбище наших родственников, значит, мы должны это уважать. Спасибо, Эвелина. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь. Это был «Крымский вечер» на Крым Реалиях. Услышимся на наших волнах.